Доброе утро, дорогие телезрители! Вы смотрите «Утро Якутии» на телеканале «Якутия-24». Рада приветствовать вас в нашем эфире. В студии Екатерина Винокурова и Руслан Ачиров. Сегодня 9 февраля, и этот день мы встречаем вместе с вами. У нас сегодня для вас будут самые интересные и полезные новости. По традиции встречаем утро с нашим фитнес-тренером, а вместе с рубрикой «Финансовая грамотность» мы будем учиться, соответственно, правильно управлять финансами. Узнаем последние новости с открытия набережной в городе Покровске. Расскажем о том, что стало с собакой, которую в конце января спасли в Чурапче от неминуемой гибели. А также разберем книжную полку и узнаем о книжных новинках. Ну и, конечно же, в нашей студии по традиции ожидаются интересные гости. Так, у пилота мы узнаем, как он отмечает свой профессиональный праздник День гражданской авиации. У судебного пристава, как безопасно оплатить долги. Оставайтесь с нами. С нами ваше утро будет добрым. Ну а настроение вообще с утра не может быть плохим, потому что наконец-то нас радует солнце, чистое небо. Ну а что готовит нам погода сегодня, узнаем прямо сейчас. Сегодня в центральных районах в 6 часов утра температура воздуха составила минус 33, минус 43 градуса. В Заречной группе минус 26, минус 34. В южных минус 19, минус 29 градусов. В Вилюйской группе минус 28, минус 39. А в Нижнеленских минус 35, минус 38 градусов. В западных минус 14, минус 28. В Колымейдигирских минус 13, минус 38. В Янских минус 36, минус 41. На северо-западе минус 33, минус 43 градуса. В 6 часов утра температура воздуха в городе Якутске составила минус 34 градуса. Атмосферное давление 750 миллиметров ртутного столба, ветер юго-западный 1 метр в секунду. Днем в городе Якутске ожидается преимущественно без осадков, ветер северный 1,3 метра в секунду. Днем температура воздуха составит минус 27, минус 29 градусов. Кажется, очень хорошие новости уже, да? С самого утра столбик термометра поднимается все выше. Ну а мы хотим напомнить вам, друзья, что мы работаем в прямом эфире. И для ваших пожеланий, поздравлений, вопросов работает наш WhatsApp 8 914 273 44 88. Пишите, делитесь с нами хорошим настроением. Но сейчас подошло время замечательных, актуальных, свежих новостей, с которыми нас познакомит Василий Радченко. Василий, доброе утро. И какая самая главная новость этого утра? Доброе утро, коллеги. Доброе утро, Якутия. Главной новостью этого утра, наверное, можно назвать продолжение и возобновление работы над научно-образовательным центром «Север», в котором кроме Якутии принимает участие еще 4 региона страны. Но обо всем по порядку. Итак, названы сроки завершения строительства «Северного потока-2» в водах Дании. Оно подойдет к концу в апреле 2021 года. Об этом сказано в заявлении датского агентства по мореплаванию. Отмечается, что работы ведутся с участием трубоукладочной баржи «Фортуна» при поддержке судов снабжения «Балтийский исследователь» и «Мурман». Несмотря на сложную политическую ситуацию страны Евросоюза в основном поддерживают проект и участвуют в его реализации. Против выступают США, Прибалтика, Польша и Украина. Работа над созданием научно-образовательного центра «Север» территории устойчивого развития продолжится в 2021 году. Якутия работает над этим проектом совместно с Магаданской и Сахалинской областями, Чукотским автономным округом и Камчатским краем. Об этом заявил глава республики во время видеоконференции с представителями регионального научного сообщества. По словам Николаева, уже сейчас начинается подготовка повторной заявки для участия в федеральном конкурсном отборе в рамках реализации национального проекта «Наука». Деятельность НОЦ «Север» будет представлена двумя важными направлениями. Это «Человек на севере» и рациональное недропользование.
Фонд ЖКХ одобрил заявку на строительство очистных сооружений в Верхневилюйске. Она предусматривает финансовую поддержку для строительства объектов производительностью 500 кубометров в сутки. Сумма составит 143 миллиона рублей. Канализационные очистные сооружения планируется реализовать в рамках концессионного соглашения с АО «Водоканал». Также в порядке софинансирования регион предоставит более 95,5 миллионов рублей, в том числе средства Верхневилюйского района почти 45,5 миллионов. АО «Водоканал» вложит порядка 50 миллионов рублей. Сегодня в стране свой профессиональный праздник отмечают работники гражданской авиации. 9 февраля 1923 года впервые был организован воздушный флот. Первым маршрутом, по которому могли отправиться авиапассажиры, стала воздушная линия Москва-Нижний Новгород протяженностью 420 километров. Сейчас крупные аэродромы существуют почти во всех городах страны, в том числе и в нашей столице. Ежедневно аэропорт Якутска принимает несколько десятков рейсов как регионального уровня, так и всероссийского и даже международного. Для качественного функционирования аэровокзала и аэродрома здесь работают несколько сотен человек. Каждый из них является ценным кадром, благодаря которым аэропорт Якутска функционирует в штатном режиме. В аэропорту Якутск всего работает больше 1300 человек. И вот электросветотехническое обеспечение полетов, служба, это одна из ключевых служб. В ней работает порядка 30 человек. 9 февраля мы отмечаем профессиональный день, День работника гражданской авиации. И в связи с этим я поздравляю своих коллег, наших партнеров, авиакомпаний с этим праздником. И желаю, конечно же, чистого неба, летной погоды и мягких посадок. В Якутске состоялась презентация переизданной книги Петра Романова «Охрана и использование генофонда якутского скота». Благодаря научной деятельности автора стало возможно сохранение уникальной породы якутских животных. Помимо научных статей, книга включает в себя полное описание пород и иллюстраций. Тираж насчитывает всего 500 экземпляров. Издателем же выступило казенное предприятие «Якутский скот». На сегодня разведением местных животных занимаются в 14 районах республики, а также в городе Якутске. Петр Аполлонович, я знаю, это был очень значимым человеком в судьбе Якутии, своими такими обстоятельственными капитальными работами. Я как-то краем уха, что ли, потому что я очень далека от сельского хозяйства всего этого, но каждый раз, когда узнаю, что мой брат Петр Аполлонович столько сделал для развития, скажем, Якутии, я все время с гордостью говорю, а я его сестра. К этой минуте у меня пока все. Передаю слово коллегам. Спасибо, Василий. Сегодня во всем мире празднуют День пиццы. Вообще, надо признаться, что пицца входит в топ-10 моих самых любимых блюд. Я, конечно, с удовольствием кушал ее каждый день, но мне нужно как-то помещаться в экраны ваших телевизоров. Поэтому, друзья, я этого не могу себе позволить. Катя, а как ты относишься к пицце? Я тоже очень большой любитель этого калорийного блюда. Очень люблю готовить ее сама, дома. Но, знаешь, радует, что сегодня есть альтернативы и много ПП-рецептов этой самой пиццы. Какими еще знаменательными датами и событиями отмечен день 9 февраля, узнаем в рубрике «Даты и события». Ежегодно 9 февраля в России отмечается День гражданской авиации. В этот день в 1923 году в стране официально появился воздушный флот для перевозки пассажиров. 9 февраля также Международный день стоматолога. Где-то он известен как День зубной боли. Сегодня еще Международный день безопасного интернета и Международный день пиццы. По народному календарю в этот день, если облака идут против ветра, это к снегу, а стекла потеют к теплу. 9 февраля 1893 года – день рождения стриптиза. Танец появился в известном парижском кабаре «Мулен Руж». Эта же дата в 1895 году – день рождения волейбола. Игру придумали в молодежной христианской организации в США. В новом виде спорта смешали элементы баскетбола, бейсбола и гандбола.
9 февраля 1904 года началась русско-японская война. Основными ее причинами стали противоречия Российской и Японской империй относительно контроля над территориями Маньчжурии и Кореи, а также господство в Желтом море. Завершилась она 5 сентября 1905 года. 9 февраля 1969 года состоялся первый полет самолета Boeing 747. В 1846 году на свет появился Вильгельм Майбах, немецкий автоконструктор и предприниматель. 9 февраля 1874 года родился Всеволод Мейерхольд, русский и советский режиссер, актер и педагог. В 1887 году 9 февраля родился Василий Чапаев, советский военачальник, герой гражданской войны. В этот же день, в 1979 году, появилась на свет Ирина Слуцкая, российская фигуристка, призер Олимпийских игр и общественный деятель. Именины в этот день отмечают Дмитрий, Иван и Петр. Мы рады приветствовать тех, кто к нам присоединился на каналах Якутия-24 НВК Саха. У нас продолжается утренний эфир. Как раскачать себя с утра? Как с утра задать правильный тон и настроиться на рабочую неделю? Ну, например, я, как только просыпаюсь, сразу начинаю думать вспоминать о тех важных вещах, которые мне нужно сделать днем. И, соответственно, это помогает мне проснуться. Катя, а какие утренние ритуалы есть у тебя? Да, я тоже. Я начинаю день с приятных ритуалов. Это чашечка кофе, стараюсь позавтракать. Ну и, конечно, выхожу из дома только в хорошем настроении. Ну а с недавних пор я занялась активно спортом. Надо готовиться к лету, держать себя в хорошей форме. Чего и вам советую. Но если сложно браться за какие-то уж тяжелые тренировки сразу, то предлагаем вам начинать утро с зарядки. Всем доброе утро! Ну что, начнем нашу зарядку? Первое упражнение у нас присед с выпрыгиванием. Садимся на уровень колена, колени за носок у нас не выходят, спина максимально прямая, держим поясницу в прогибе. Садимся, выпрыгиваем вверх, при этом делаем выдох. Сели, выпрыгнули, сели, выпрыгнули. Выполняем данное упражнение 5 раз. Упражнение номер 2. Дорожка. Делаем 4 шага руками вперед, 4 шага назад. Когда встаем, делаем выдох. Таких упражнений мы выполняем 5 раз. Упражнение номер 3. Ленивое отжимание. Становимся в упор на прямые руки, полностью ложимся на грудь, на выдохе встаем, выпрямляем руки. И таких упражнений мы выполняем 5 раз. Очень важно не прогибать поясницу и держать спину прямо. Упражнение номер 4. Бегущий человек. Становимся в упор на прямые руки и в прыжке делаем смену ноги, подтягивая колено при этом к груди. На каждом подъеме колена мы делаем выдох. На этом все. Всем хорошего дня! По расписанию. Лоси из Нижнесвирского заповедника попали на камеру во время трапезы в Ленинградской области. 2 лося попали в объектив беспилотника во время своего обеда. Сотрудники заповедника отмечают, что современные квадрокоптеры не беспокоят животных. Обитатели их почти не замечают. В лесу устройство может запечатлеть лосей с расстояния около 200 метров. Зимнее время является самым подходящим для проведения подобных авиаучетов, поскольку животных видно лучше всего. Кстати, Катя, я могу подтвердить на личном опыте, что лоси практически не боятся квадрокоптеров. Буквально недавно мы ездили на фото-видеоохоту с моими друзьями-видеографами, и мне удалось запечатлеть очень близко 2 лосей. Да. Красота. Вот, друзья, если вы хотите посмотреть, как это было, то в 18:15 сегодня на канале Якутия-24 в проекте «Испытано на себе» вы увидите эти кадры. Интересно. Будем смотреть. Мы продолжаем. Как получить $100 000 за один совет? Вот это, я думаю, очень интересная информация. 50 лет назад к производителю зубной пасты пришел человек и сказал, что может увеличить прибыль компании на 40%. Стоимость секрета, он сказал, заплатите мне $100 000, и я расскажу вам, как это сделать. Ну, конечно, компания сначала не хотела тратить огромные деньги на какой-то непонятный совет и созвали консилиум. В итоге, как думаешь, Катя, в чем был этот секрет? В чем
чем и заключался. Ну, не знаю, может быть, он был каким-то специалистом в сфере маркетинга, не знаю, какую-то гениальную рекламу предложил. Ну, ответ достаточно прост. Получив чек, предприимчивый гений передал листок бумаги, где было написано следующее. Сделайте дырочку побольше. Последовав совету, компания увеличила свою прибыль на 40%, благодаря тому, что зубная паста просто-напросто стала быстрее кончаться и, соответственно, продажи увеличились. Интересно, кто тогда получил деньги за совет изменить состав нити накаливания в лампочках, чтобы они горели подольше, да? Чтобы быстрее перегорали. Быстрее перегорали. Да, но мне вообще кажется, что многие окружающие вещи могут работать, если не вечно, например, то достаточно длительный период. Производители специально иногда, ну, на мой взгляд, я подозреваю то, что они меняют как-то состав материалов, чтобы вещи как бы быстрее ломались и так далее. Но посмотрите на те же смартфоны или новые автомобили. Ну, я думаю, что от нас, от потребителей, ничего не зависит, да, можем только подозревать, но вот более финансово грамотным быть нужно. Год назад ваше любимое молоко стоило 50 рублей. Сегодня за такой же пакет нужно отдать на 3 рубля больше. Значит ли это, что надо рассчитывать на подорожание в будущем? Вовсе не обязательно. Рост цен – результат разных факторов. Один из них, хотя и не главный, – наши ожидания. Но как ожидаемая инфляция может влиять на реальную? Это работает так. Есть покупатели, продавцы и их прогнозы о том, как цены на товары могут измениться. Покупатель слышит из новостей что-то про инфляцию. Да и его коллеги по работе твердят, что экономика нестабильна. И тогда он идет и покупает товары впрок, думая, что те скоро подорожают. Деньги обесцениваются каждый день, думает он, поэтому нет смысла копить. Примерно так же поступают и другие покупатели. Продавцы тоже слушают коллег и новости. И опасаются, что поставщики увеличат цены. Тогда выручки от продаж по текущим ценам может не хватить, чтобы закупить новую партию товара. Чтобы обезопасить себя, продавцы повышают стоимость товара из старых партий. А поставщики товаров полагают, что могут подорожать сырье или оборудование, нужное для производства. И тоже заранее повышают стоимость своей продукции. В итоге цены на товары в магазинах действительно растут. И чем пессимистичнее ожидания покупателей и продавцов, тем больше они влияют на реальную инфляцию. Поэтому инфляционные ожидания регулярно замеряют и учитывают в денежно-кредитной политике. Ведь ее цель – стабильная низкая инфляция. Хотите узнать больше? Читайте на сайте fincult.info. Сегодня во Всемирный день безопасного интернета Управление Федеральной службы судебных приставов по Республике Саха-Якутия присоединяется ко всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах». Как узнать о своей задолженности и что делать, если не согласен с начисленными долгами? Об этом поговорим с заместителем руководителя Управления Федеральной службы судебных приставов по Республике Натальей Григорьевой. Наталья Николаевна, доброе утро. Доброе утро. А почему именно в День безопасного интернета, да, проводится данная акция? В чем она заключается? Ну, на сегодняшний день работа службы судебных приставов, управления судебных приставов, исполнителей вот неразрывно связана с интернетом. Это, во-первых, ускоряет работу, повышает эффективность, потому что действующая нагрузка, вот, допустим, по прошлому году, да, на одного судебного пристава приходило больше 5000 исполнительных документов. Если бы это все было делать вручную, конечно, не успевал бы. Сегодня у нас электронный документооборот с большинством количества банков, например, с ГИБДД, с МВД, с налоговыми органами, с Росреестром. То есть на сегодняшний день судебный пристав, используя возможности интернета, может получить информацию о должнике, но в полном объеме практически. Это существенно сокращает. С другой стороны, мы присоединяемся к всероссийской информационной акции «Узнай о своих долгах», потому что возможностями интернета может воспользоваться также и любая из сторон исполнительного производства. Он должник, взыскатель или его официальный представитель. Получить информацию, вот, не выходя из дома, да, достаточную для того, чтобы решить какие-то вопросы. Вот поэтому вот как бы неразрывно мы связаны с интернетом. В каком формате будет проводиться акция? Акция проводится в разных форматах, но также вот с вовлечением средств массовой информации, а также в общественных местах судебные приставы проводят по всей республике. Ну, естественно, конечно, с соблюдением вот, всех
санитарных. Да, санитарно-эпидемических требований. Вот если, например, я хочу узнать свою задолженность, каким безопасным способом можно это Безопасным. сделать? Вот существенное слово, да, безопасным, да, потому что получить надо информацию из официальных источников, их несколько. Значит, самый востребованный ресурс, который на сегодняшний день существует, это банк данных исполнительных производств. Его найти можно на официальном сайте службы судебных приставов, это r14.fssp.gov.ru. Да? Прямо в центре страницы открывающейся есть такая, поисковик «Узнай о своих долгах». Он доступен и для юридических лиц, может найти должника юридическое лицо, и для физического лица, для гражданина можно найти. Для этого достаточно знать, если это юридическое лицо, это полное наименование и местонахождение. Да? А для физического лица это фамилия, имя, отчество. И если мы знаем, то дата рождения. Вбиваем в этот поисковик, да? Если долгов нету, то выходит надпись, что ничего нету, не найдено. Информации нету, значит, можно спокойно считать, что долгов нету на сегодняшний день. Исполнительных производств в службе судебных приставов не ведется. Если долги есть, то выскакивает табличка, да, и там перечисляются все долги на сегодняшний день, которые существуют в службе судебных приставов. Но если один долг, там, допустим, да, штраф ГИБДД, например, да, выскочит один. Если их несколько, выйдут все неоконченные исполнительные производства, которые находятся в исполнении. Это общедоступная информация, и она доступна вот до того момента, пока производство не прекращено или не окончено. То есть пока находится в исполнении, вот там оно будет выскакивать. Выскакивает фамилия, имя, отчество, если это физическое лицо, дата рождения выскакивает, чтобы можно было уточниться, да, идентификационный признак. Дальше указывается вид задолженности, то есть налоги, штрафы, там, алименты, например, да. Выскакивает основание, на основании чего возбуждено производство, то есть реквизиты исполнительного документа. То есть практически полная информация. Судебный приказ. Единственное, там не выскакивает взыскатель, да? Выскакивает просто вот вид долга. А дальше идет отделение судебных приставов, где ведется исполнительное производство, и фамилия, имя, отчество судебного пристава, его контакт. То есть можно сразу там позвонить и уточнить. Это вот такой ресурс. Вот этим ресурсом в прошлом году воспользовалось больше 200 тысяч якутян. То есть проверили себя. Вот поэтому большая часть города Якутска. Да, первый вариант. Да? Причем, чем он хороший, этот ресурс? Производство дает информацию о возбужденных и неоконченных исполнительных производствах по всей Российской Федерации. То есть зашли в Якутске, но получили информацию по всей. Допустим, в Якутске возбуждено, там, в Красноярске возбуждено, там, в Санкт-Петербурге, все выйдет. А если, например, вот есть задолженность, как-то можно ее через интернет погасить? То есть... Да, и опять же, вот мы говорим, официальным способом надо погашать, не надо никаких-то там смс там туда мы говорим о безопасности, да, так легко безопасности попасться на интернета, мошенников, да. Вот зашли на официальный сайт, узнали, что есть долг, и там дальше есть возможность, во-первых, перейти на сайт, единый сайт госуслуг, да, и там оплатить. Ну, для этого нужно быть зарегистрированным на этом сайте, да. И второй вариант – это распечатать квитанцию. Да, и это тоже существенно сократит. Ее можно потом оплатить в кредитных учреждениях по ней, да, или в почтовых отделениях. Ну, чтобы там уже не надо ее заполнять, там без ошибок, все нормально, деньги поступят в соответствующее отделение судебных приставов, дальше будут перечислены уже взыскателю. А какие еще функции позволяет портал госуслуг? Ну, там у нас сейчас новый есть сервис для сторон исполнительного производства, как для должника, так и для взыскателя, как бы личный кабинет своеобразный, да. Туда можно зайти и, воспользовавшись им, ну, для этого тоже надо быть зарегистрированным на этом портале, а воспользовавшись им, тут нет необходимости вообще приходить в службу судебных приставов, да. Там должник может чем воспользоваться. Ну, вообще этот ресурс разработан совместно с Министерством цифрового развития, поэтому там... основные вот часто встречающиеся варианты обращений, да, шаблоны есть, да. Должник может сообщить о том, что он уже заплатил долг, то есть прикрепить там квитанцию, показать, что он этот долг уже оплачен, все, производство будет окончено. Может там заявить какие-то ходатайства. Да, допустим, заявить об уважительности причин, по которым он вот сиюминутно не может оплатить эту сумму долга. Взыскатель тоже может подать любые ходатайства, например, на ходатайство о вынесении постановления об ограничении выезда должника за пределы Российской Федерации. Да, или там проверить там правильность удержания, например, да, вся ли сумма уже удержана. Да, ну, вот любое ходатайство, в принципе, может подать. И ответ получит, соответственно, вот туда же. А если, например, я считаю, что неправильно начислена задолженность на меня, что мне нужно сделать? Да, куда обратиться? Да.
Ну, вообще, в банк данных исполнительных производств попадает только исполнительное производство, возбужденное на основании выданных исполнительных документов. То есть, как бы вся информация о должнике, она берется из этого исполнительного документа. Поэтому вот мы говорим, что может быть техническая какая-то ошибка, но это единичные, наверное, какие-то случаи, да, если такое вдруг получилось, да, то нужно обратиться в службу судебных приставов в любом варианте. Там же на этом же сайте можно подать и заявление, интернет-приемное есть, да, туда можно обратиться и вот как раз информацию вот эту изложить, что вот в банке данных есть у меня такого долга нету. Да? И тогда будем разбираться, что это произошла, может быть, какая-то техническая ошибка или это совпадение фамилии, имя, отчества и даты рождения, места рождения вдруг случилось. Такое тоже бывает, но это тоже достаточно редкий случай. Прямо вот по пальцам пересчитать. Да. Наталья Спасибо Николаевна, большое. благодарим вас за беседу, за ваши полезные рекомендации. Да. Ну а мы Спасибо вам. продолжаем. Видео с собакой, примерзшей ко льду, и ее чудесное спасение в селе Чурапча облетело все социальные сети и средства массовой информации. Как сложилась судьба спасенного, кто его приютил и отправился ли пес оправился ли он от перенесенного шока? Да, мы узнаем об этом из сюжета наших коллег. Вмерзшую в лед собаку под зданием местной больницы обнаружили жители села. Из-за невозможности пошевелиться животное было вынуждено справлять нужду под себя, что еще больше усугубило его положение. Пес громко скулил, это и стало его спасением. Но освободить четвероногого, пришедшим на помощь людям, получилось только с помощью лома. Белях с якутского «Подарок», так назвали спасенного, приютила Александра Седых, работница пищеблока районной больницы. Прежние хозяева так и не объявились. Подарок судьбы. И вот мы его каждый день лечим, но пострадал он. Ноги-то пострадали, конечно, но не так уж беда, налечимся. Каждый день ходим к ветеринару, назначение нам дали ветеринары. И вот лечимся, там мажемся, ну, идет на поправку собака. Сейчас пока сказали нам держать его в тепле, поэтому мы его держим в тепле и очень ждем весну. Да, аппетит большой, хороший, очень хорошо кушает. Похоже, что собака от сильного стресса уже оправилась. Благодарно лижет руки своим новым хозяевам и терпеливо переносит болезненные процедуры у ветврачей. Сильнее всего пострадала передняя лапа. Но удивительно, сильных обморожений собака не получила. При осмотре собаки состояние удовлетворительное. А в данное время выводы насчет ампутации лапы преждевременные. По ходу лечения будем следить за общим состоянием собаки и будем решать, что дальше делать. Хозяева очень надеются, что лапу животному удастся сохранить. Это станет еще одним подарком судьбы для спасенной собаки. Ведь выжить в минус 54 под открытым небом действительно чудо. Туяра Филиппова, Нюргияна Осипова, Эдуард Макаров, Чурапча, «Утро Якутии». Очень приятно, что есть такие очень хорошие и отзывчивые люди. Да, призываем и вас быть гуманными и быть ответственными за животных. Ну а далее у нас небольшая рекламная пауза, после чего встречаемся в нашей студии. Мы продолжаем наш утренний эфир, и я на самом деле очень рад, что наконец-то отступили 50-градусные холода, и уже чувствуется дыхание весны. Я тоже очень рада. Ага. Чувствуют потепление весны и жители Покровска, Хангаласского улуса. Они все чаще стали гулять по новой набережной, которую официально открыли в конце прошлого года. На открытии присутствовал главный архитектор республики Ирина Алексеева. Напомним, что протяженность набережной полкилометра, состоит она из 3 функциональных зон: событийная, фудкорт и спортивная. На ее обустройство было затрачено около 60 миллионов рублей, 40 миллионов рублей федеральных денег и 20 миллионов рублей из бюджета республики. А также она стала излюбленным местом не только покровчан, но и жителей близлежащих населенных пунктов и даже города Якутска. Все мы помним, как социальные сети были заполнены фотографиями на фоне самой ламповой елки республики, расположенной как раз на территории этой набережной. Далее в нашем эфире смотрите сюжет нашего корреспондента Виолетты Засимовой.
Будний день, обед. Ученики 9 класса Покровской многопрофильной гимназии после окончания уроков выбегают на новую набережную, расположенную через дорогу от их места учебы, чтобы по пути домой, где их ждут домашние задания и хлопоты, поиграть в догонялки, побороться, подышать свежим воздухом. Ну, после уроков мы здесь бываем очень часто, практически постоянно. И мы сюда приходим, общаемся, обсуждаем планы на несколько дней. Мальчишки ждут не дождутся середины мая, когда растает снег и заработает скейт-парк. Еще в процессе монтажа скейт-парка покровская молодежь успела его обкатать и оценить. Скейт-парк сделали очень хорошо, потому что это достаточно безопасно. И эта зона не только для маленьких детей, но и для подростков. А после обеда в лучах зимнего заката, прихватив скандинавские палки, выходит на прогулку Анна Самсонова. Анне Викторовне 81 год. С прошлого года она всерьез начала увлекаться скандинавской ходьбой. Она бы и рада совершать пешие прогулки в компании таких же, как и она, активных бабушек, но по понятным причинам собираться в группы сейчас запрещено. Но Анна Викторовна не унывает и практически ежедневно в послеобеденное время выходит на часовую прогулку. Если раньше маршрут Анны Самсоновой пролегал через городской парк, то сейчас она осваивает новую территорию набережной. Сделали много. Вот смотрите, теперь спускаться на Лену матушку. Как прекрасно. Вообще прекрасно. Хорошо начали. Вот еще лучше будет, надеюсь. Вечер – время для семейных прогулок. Молодая мама Анастасия Филиппова вместе с 5-летней дочкой Дианой гуляют здесь раз в неделю в течение 10 минут после детского садика. Малютка Диана обожает бегать по территории набережной. Да так, что иной раз мама еле поспевает за ней. Анастасия и Диана тоже ждут, когда потеплеет, тогда и вечерние прогулки будут чаще и дольше. Несмотря даже на морозы, я вам скажу то, что здесь бывают люди частенько вечерами после работы, после садиков. Минут на 10-15 все равно здесь есть люди, есть на что посмотреть, вообще отлично. Отличная зона отдыха. Морозы с каждым днем менее крепкие, весна все ближе, а там уже и весенняя распутица не за горами. В этом году покровчанам откроется прекрасный вид на ледоход со смотровой. Также можно будет спуститься по лестнице вниз к реке и сфотографироваться на фоне проплывающих льдин. Летом набережную будут озеленять. Ожидается наплыв велосипедистов, молодых мамочек с колясками, молодежи на скейтбордах и крепких мужчин, занимающихся на тренажерах для воркаута. Для «Утра Якутии» Виолетта Засимова, Федор Тарасов, Хангаласский улус. Доброе утро, мы продолжаем. А Василий Радченко снова в нашей студии, готов ознакомить вас с самыми актуальными свежими новостями. Теплоснабжение восстанавливают после нарушения в работе котельной в селе Тумат Усть-Янского района. Об этом сообщает пресс-служба Минжикха региона. Происшествие случилось накануне в 17:20 по местному времени. По последней информации, в работе находились 2 котла и 2 насоса. Обнаружено место промерзания подпитывающего трубопровода. Проведен обогрев участка и приступили к запуску магистральных сетей. В ремонтных работах задействовали 6 человек. Отмечается, что к котельной подключены 70 жилых домов. Из них 62 частных, 6 социальных объектов и 2 муниципальных многоквартирных дома. Ряд мероприятий пройдет в столице ко Дню дипломатического работника. Первая из них – выставка книг, посвященных международным и внешнеэкономическим связям, организованная в Национальной библиотеке республики. Данная выставка также проводится онлайн. Ссылка для посещения в виртуальном формате будет доступна на сайтах Министерства внешних связей региона, представительства МИД России и Национальной библиотеки. Напомним, что 10 февраля, в День дипломатического работника, будет организована онлайн-встреча активных участников международных и внешнеэкономических связей Якутии и ветеранов Министерства внешних связей. В Национальной библиотеке имени Пушкина в историческом зале у нас открылась выставка книг, изданий разных лет, которые готовило наше министерство, то есть Министерство внешних связей Республики Саха-Якутия, посвященная международным и внешнеэкономическим связям. Эта выставка проходит еще и в виртуальном режиме. Ссылку обязательно мы разместим на сайтах Министерства внешних связей и представительства МИД России.
Министерство по делам молодежи и социальным коммуникациям сообщает, что в пункты вакцинации граждан требуются волонтеры. Из требований возраст от 18 лет и готовность помогать в вакцинации якутян. Добровольцы окажут помощь в колл-центрах поликлиник и в штабе Республиканского волонтерского корпуса, а также будут сопровождать пожилых граждан из дома до пункта вакцинации и обратно. Минпромторг России предложил дату начала эксперимента по маркировке биологически активных добавок. Он начнется с апреля этого и продлится по март следующего года. Отмечается, что Центр развития перспективных технологий будет осуществлять функции оператора информационной системы при проведении данного эксперимента. Напомним, в декабре 2020-го правительство России утвердило сроки внедрения цифровой маркировки молочной продукции. Она начнется с 1 июня этого года. Первыми будут маркировать сыр и мороженое. Испытания вездехода «Бурлак» проходят в Якутии. Для теста в условиях экстремально низких температур он был передан в Арктический комплексный аварийно-спасательный центр МЧС. Что касается технической части, вездеход оснащен турбинным дизельным двигателем объемом 2,8 литра, независимой подвеской и полной блокировкой всех 6 колес, шинами низкого давления, электрической лебедкой. Максимальная скорость 50 км в час. Автомобиль способен не только преодолевать бездорожье, но и плавать. Кабина вездехода позволяет автономно проживать в ней 6 спасателям. Имеется все необходимое для организации автономной жизнедеятельности. Также спасатели сняли небольшой видеоотчет. В ходе проводимых испытаний нами пройдено около 2000 километров. На данный момент замечаний по технической части вездехода и его проходимости нет. Транспортные средства отлично показывают себя в наших суровых климатических условиях. Нами запланировано пройти еще около 8000 километров. Онлайн-конференцию для студентов Сибирского государственного университета водного транспорта провели сотрудники Института мерзлотоведения. Мероприятие ознаменовало старт традиционной недели науки, которая продлится до 12 февраля. В эти дни каждый желающий может посетить музей, а также ознакомиться с подземными лабораториями вечной мерзлоты. При этом соблюдены все необходимые меры предосторожности. Вход бесплатный. Тот человек, который к нам придет в течение этой недели, во время Дней науки в Якутии, конечно же, должен в первую очередь обратить внимание на саму вечную мерзлоту. Мы проводим экскурсию в подземную лабораторию, рассказываем, как она, что из себя представляет, какими методами мы ее изучаем и как она была обследована. К этой минуте у меня все. Спасибо за внимание и хорошего вам дня. Спасибо, Василий. Друзья, жители Нью-Йорка устроили массовую перестрелку с снежками. Дело в том, что веселье им подарил снегопад, который неожиданно выпал. Соответственно, выпало более полуметра снега. Людей попросили сидеть дома, а снежная буря оказалась самой сильной за последние 5 лет. Пришлось даже закрывать аэропорты и пункты вакцинации. Снежная буря не только парализовала жизнь всего Нью-Йорка, но и подарила жителям хорошее настроение. Когда еще можно будет сразиться в такой масштабной снежной буре? То, что для них в диковинку, для нас это просто снег да снег, да? Ну что, друзья, мы двигаемся дальше. За год якутяне прочитали более 3 миллионов книг. Какая книга в топе рейтинга, мы узнаем из нашей рубрики «Книжная полка». Дорогие телезрители, по итогам месяца мы подведем итоги конкурса. И самого внимательного нашего постоянного зрителя ждет приятный сюрприз. Как многие знают, Якутия по результатам прошлого года стала самым читающим регионом России и названа литературным флагманом страны. За год пользователи Национальной библиотеки республики прочитали более 3 миллионов книг. К концу года мы составили рейтинг самых популярных книг среди наших читателей, и первую строчку рейтинга возглавила книга Василия Яковлева-Долана «Тыгын Дархан». Безусловно, такую популярность книга получила благодаря выходу одноименного фильма, наверное, самого ожидаемого фильма ушедшего года.
Знаменитое произведение Далана роман «Тыгын-Дархан» вышел в 1993 году. И в книге рассказывается о том, что на рубеже 16-17 веков Якутия страдает от междоусобиц. И глава рода ханглов Тыгын-Дархан пытается объединить разрозненные племена и установить союзы. Но, однако, не все предводители согласны делить эту власть. В результате коварных интриг и провокаций над нашей долиной Туймада просыпается дух войны. Здесь, конечно, следует подчеркнуть, что это не подлинная историческая правда, а художественная версия, основанная на множестве исторических, этнографических, фольклорных материалов, ну и, конечно, творческом вымысле самого писателя. Эта книга будет интересна и молодежи, и взрослым, ведь, описывая исторические события, автор раскрывает перед нами Якутию того периода, а красочный язык автора уносит нас на столетия назад. Перевод романа «Тыгын-Дархан» Яковлева Василия Семеновича Далана на русский язык можно прочесть в электронной библиотеке Национальной библиотеки Республики Саха-Якутия. Доброе утро. Мы продолжаем. Сегодня, 9 февраля, День гражданской авиации России. У нас в гостях Эдуард Корсаков, второй пилот самолета «Бомбардир» авиакомпании «Якутия». Эдуард, доброе утро. С праздником вас. Доброе утро. Спасибо. Ну, хотелось бы узнать изначально историю, да, почему вы решили стать пилотом. Династия ли это, возможно, или мечта детства? Ну, я несколько лет проработал в инженерно-авиационно-техническом составе и загорелся стать пилотом. И решил, вот и сейчас работаю, тружусь. Как-то так. Чем вас так привлекает эта профессия? Ну, очень интересно, как сказать, того стоит. Ага. Ну, того стоит это путешествовать или какой-то вот адреналин, может, ощущение, что конкретно притягивает? Сама авиация, сам полет, весь этот, все эти действия, которые связаны с самолетами, с полетами. А вы начинали свой путь на самолетах Ан-24? Все верно. Правильно? Да. Сейчас летаете на канадском «Бомбардир». А есть ли разница между этими самолетами и в чем она заключается? Ну, Ан-24 – это советский, очень надежный самолет, а «Бомбардир» – это более современный, более умный самолет. Вот. Ну, и много есть, как сказать, разницы. Есть большая разница. Есть то, что он иностранный, там все на английском языке, либо этот Ан-24 советский. И как бы также экипаж на Ан-24, он, как бы сказать, побольше, а на «Бомбардире» двухчленный экипаж летный. Вот. Два пилота? Да, все верно. А вот когда вот в первый раз вы вот летали на Ан-24, вот да, ваше первое знакомство с «Бомбардир», вот какие были у вас ощущения? Да, свой первый полет. Первое впечатление? Да. На «Бомбардире»? Да. Ну, это было на тренажере в Испании, в Мадриде. Там проходили мы там, да, переподготовка. Ну и, как сказать, очень удобный, очень грамотный самолет. Вот. Эргономичный, да? Да, все верно. Это был ваш первый полет? Получается, в качестве пилота? Почему нет? Это начиналось с курсантских времен, еще первые полеты. А здесь уже как... А после тренажера вы вернулись из Испании, и уже первый полет был здесь? Или там во время тренировок? Нет, здесь уже, да. Здорово. Но многие, да, пассажиры считают, что якутские пилоты все-таки лучше, потому что им приходится работать в тумане, садиться в тумане, да, среди мороза. Как вот вы это прокомментировали бы? Да я бы не сказал, что как чем-то лучше. Просто мы с этим сталкиваемся повседневно, с этими туманами. А все эти туманы, видимости отрабатываются на тренажерах, летных комплексах. И особо-то нет тут такой, что лучше. Разницы да, нет. Разницы нету. Это просто самолеты сейчас более точной системы посадки и более совершенственные. Вот. Ну вот, кстати, допустим, для пассажира, да, начинается рейс с регистрацией. А с чего начинается рейс у пилота? Ну, у нас он начинается за пару часов до вылета со службы. Подготавливаем документы к полету по аэродромам, по метеоусловиям. И все, тогда, когда все готово, мы идем уже на самолет, готовиться к вылету, полету.
Кстати, вот все время, да, в фильмах смотришь, что, допустим, сидит пилот, у него огромное количество кнопок, тумблеров. Все это переключается в определенном порядке. Как удается вот это все запоминать? Ну, благодаря подготовкам, тренажерам, все. И также самоподготовкой, как в голове, по порядку очереди всего. Эдуард, а самый ваш незабываемый полет? Да. Нет таких. Они все разные полеты. То есть нет одинакового, нет одинакового, да, полета. Вот. Ну, спасибо большое, Эдуард. Мы вас поздравляем с вашим профессиональным праздником в лице вас. Также поздравляем всех пилотов гражданской авиации, всех, кто связан с гражданской авиацией. И желаем вам всего самого наилучшего. Благодарю. С праздником, отличного вам настроения Спасибо сегодня. большое. А власти Якутии направят свыше 100 миллионов рублей на поддержку начинающих фермеров. Кто может претендовать на эти гранты и на что их можно направить? Об этом и других актуальных новостях из мира экономики знакомимся в нашей рубрике. Количество безработных снизилось в 3 районах Якутии. Так, в Намском районе с начала года число безработных снизилось на 136 человек, в Мегино-Кангаласском на 131, в Нерюнгринском на 121 человек. Отмечается, что уровень общей безработицы в Якутии в 2020 году составил 7,4% от численности рабочей силы. На сегодня в службе занятости населения республики предлагается 9038 вакансий. Всего в республике официально зарегистрировано 28 тысяч безработных граждан. Большая часть из них – женщины, молодежь до 30 лет, люди предпенсионного возраста. Добывающая компания Silverbeer получит бридж-кредит в размере 750 миллионов рублей. Ее дочерняя компания «Прогноз» заключила соглашение с инвестиционной компанией SKA Assets. Процентная ставка составляет 8,27% годовых. Основная сумма должна быть выплачена до 31 декабря текущего года. Кредитное соглашение уже получило одобрение фондовой биржи Торонто. Денежные средства планируется направить на укрепление финансовой позиции компании. Так, в настоящее время организация завершает модернизацию обогатительной фабрики и готовится к началу отработки актива «Мангазейский север» и продолжению работ на вертикальном и других месторождениях Кобяйского района Якутии. Якутия получит 102 миллиона рублей на поддержку начинающих аграриев в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство». Средства будут направлены из республиканского и федерального бюджетов. Конкурс «Агростартап» проходит в Якутии 3-й год. Его победители могут получить до 6 миллионов рублей в зависимости от направления развития хозяйства. Средства гранта можно направить на покупку сельскохозяйственных животных, техники, оборудования для производства и переработки продукции, земельного участка, а также на подключение производственных объектов к инженерным сетям и другие нужды. Компания «Алроса» начала реализацию проекта на хвостохранилище обогатительной фабрики номер 14 Айхальского ГОК для повышения его надежности. Комплекс работ предусматривает создание сети скважин для снижения проницаемости основания хвостохранилища гидротехнического сооружения, где складируются хвосты, обогащение алмазосодержащей руды. Это позволит дополнительно повысить надежность гидротехнического сооружения и снизить расходы на его эксплуатацию за счет уменьшения объемов перекачки дренажных вод из пруда-накопителя в пруд-отстойник. Окончание работ намечено на 3-й квартал 2021 года. В прошлом году инвестиции «Алроса» в поддержание, модернизацию и текущую эксплуатацию составили около 230 миллионов рублей. Это были все новости экономики на Якутия-24. Над выпуском работала Нургуяна Иванова. Мы продолжаем наш утренний эфир на каналах Якутия-24 и НВК СХ. Далее в нашем утреннем эфире рубрика «Спорт», которую представит наш корреспондент Власий Сергеев. В эфире новости спорта. Здравствуйте! Сборная России стала победителем Кубка Ассоциации теннисистов-профессионалов. Турнир прошел в австралийском Мельбурне. В финальном матче россияне со счетом 2-0 обыграли итальянцев, не доводя дело до парных встреч. Сначала Андрей Рублев выиграл у Фабио Фоннини со счетом 6-1, 6-2, а затем Данил Медведев победил Маттео Береттини со счетом 6-4, 6-2. Напомним, российская команда на групповом этапе оказалась сильнее сборных Аргентины и Японии, а в полуфинале турнира выиграла
у немецких теннисистов. 3 результативных удара и 1 голевая передача Александра Головина принесли Монако победу над Нимом в гостевом матче чемпионата Франции по футболу. Игра завершилась со счетом 3-4. Помимо российского полузащитника в составе монегасков отличился Кевин Фоланд. У Нима точные удары нанесли Люка До, Зинедин Ферхат и Никлас Элиассон. Этот хэт-трик стал первым в карьере Головина. Теперь на его счету 4 забитых мяча и столько же ассистов в текущем сезоне. Его Монако одержал 8-ю победу подряд и идет на 4-й строке таблицы, набрав 48 очков. Российские сноубордисты завоевали 5 медалей на этапе Кубка мира по параллельному и гигантскому слалому. Соревнования прошли в Челябинской области. 2 награды высшего достоинства в копилку команды принес Дмитрий Логинов. На 2-ю ступень пьедестала взошли Игорь Слуев и Степан Наумов. Бронзовым призером турнира стал Андрей Соболев. Логинов вышел на 1-е место в общем зачете соревнований. Отметим, что теперь на его счету 4 победы на этапах Кубка мира. Также в его активе 2 золота чемпионата мира и 7 побед на мировых первенствах среди юниоров. Перейдем к событиям нашего региона. Якутянки стали призерами первенства России по боксу среди юниорок 2003 и 2004 годов рождения. Турнир, участие в котором приняло более 160 спортсменок из 52 регионов страны, прошел в Московской области. На 3-ю ступень пьедестала весовой категории до 80 килограммов зашла представительница сборной республики Алия Аконосова. Также обладательницей бронзовой награды в самом тяжелом весе стала Анастасия Масутова, представлявшая на этом турнире Приморский край. Якутяне завоевали 18 медалей на всероссийских соревнованиях по УШУ. В Благовещенске прошли чемпионат и первенство Дальневосточного федерального округа, а также открытый турнир среди детей «Черный дракон». Представители сборной республики записали в свой актив 8 золотых, 7 серебряных и 3 бронзовые награды. Следующим стартом для якутских спортсменов станут чемпионаты и первенства страны, которые состоятся в Москве в середине февраля. Таковы главные спортивные новости к этому часу. Занимайтесь спортом и будьте здоровы! Ученые уже давно доказали, что смех оказывает положительное, хорошее влияние на иммунитет человека. В среднем в нашей стране смеются 6-8 раз в день, в то время, когда в мире заливаются хохотом в 2 раза чаще. Какую роль смех играет в жизни каждого из нас и как нужно правильно смеяться, знает наш собственный корреспондент в Москве Айсена Бурнашова. Научно доказано, кто больше смеется, тот дольше живет. Громкий смех борется с плохим настроением, высвобождает гормоны счастья, вырабатывает иммуноглобулин. В списке плюсов также профилактика заболеваний сердца. Сосуды расширяются и кровь лучше циркулирует. И, конечно, смех – это дыхательная гимнастика. Когда мы активно смеемся, выходит вся мокрота из легких, увеличивается жизненная емкость легких и происходит гипервентиляция легких. Почему? Потому что вы делаете глубокий вдох и потом частый выдох. У вас выходит весь оставшийся воздух. Митя Ефимов – амбассадор йоги смеха в России. Уже 4-й год он помогает людям смеяться. Телевизионный продюсер в прошлом, сейчас успешный тренер. Он признается, на смену смеху от ума приходит смех от тела. Но если это искусственно выработанный смех, и все мы прекрасно помним фразу «смех без причины, признак дурачины», вот как это все работает? Дело в том, что наш мозг не различает искусственный и естественный смех. В обоих случаях вырабатывается эндорфин, гормон радости, и мы становимся более счастливыми. Поэтому каждое утро мой совет – проснулись, сразу начинайте смеяться. При йоге смеха важно широко открыть рот, делать упор на живот и постепенно переходить на диафрагму. В качестве старта буква А. По продолжительности Митя рекомендует смеяться каждое утро по 10 секунд, затем и все 20. Не забываем про громкость, она должна быть максимальной. И в конце упражнения глубокий выдох. И самое важное, что мозгу не хватает кислорода в этот момент, потому что вдох произошел, выдох очень длинный, он говорит стоп, нужен кислород, и он начинает активно вырабатывать эндорфин. И после таких вот 2-3 выдохов мне просто самому становится смешно. И мой смех становится естественным, потому что эндорфин пошел.
В России последователей йоги смеха насчитывается порядка 300 человек. И с каждым годом эта цифра увеличивается. Не стоит на месте и индустрия смеха. Различные комеди-баттлы, стендап-шоу и юмористические передачи. Смех действительно положительно влияет на наш организм. Только вот как смеяться? Умом или телом? Выбор каждого. Важно просто не забывать это делать. Вырабатывали эндорфины и становились счастливее Айсена Бурнашова, Виктор Олесов, Москва. Ну что, действительно, я думаю, что смеяться очень хорошо. Я с этим очень согласен. Но главное, чтобы другие люди во время этой, допустим, какой-то тренировки необычной, если вдруг вы тренируетесь перед Можешь школой засмеяться, смеха. как Дмитрий? Сейчас давайте попробую. Ну, немножко странно. Отлично получается. Я думаю, у нас в Якутии тоже не помешало бы практиковать подобного рода занятия. Да, улыбок нам не хватает на самом деле. С этим я очень согласен. Поэтому призываем смеяться почаще. Это действительно хорошее настроение. Ну или хотя бы улыбаться, да? Улыбаться. Мы продолжаем. Как поднять себе настроение? Например, житель Эстонии сделал все своими подручными средствами. Он сделал карусель прямо на льду Мацалузского залива. Вот на кадрах, которые вы сейчас видите, можно увидеть, как мужчина катается на зимней карусели. Конструкция представляет собой 12-метровый ледяной круг, вращающийся при помощи лодочного мотора. А сам мастер признается, что для этого требуется не так много: проволока, одна палка, цепи и пила для льда. Мужчина вынашивал эту идею несколько лет и очень рад, что план удалось воплотить в жизнь. Но я вот думаю, что так как это житель Эстонии, мне кажется, у него сейчас в голове прям такое ощущение, как будто он катается на очень быстрой карусели. Да, там интересно, любой может прийти или только для детей карусель? Ну вот я даже не знаю, но судя по видео, да, которое мы сейчас увидели, он немножко эгоист, то есть он даже не позвал ни детей, ни родственников. Сидит один, книжку читает там или что, да? Да, сидит и, соответственно, наслаждается жизнью, наслаждается своим тем, что он сделал, да? Что ж, а если и у вас, уважаемые телезрители, есть хорошие новости, есть чем с нами поделиться, то вы можете поделиться этим с нами на наш WhatsApp номер 8 914 273 4488. Мы всегда рады вашим сообщениям и обратной связи. Ну, а я напомню, что сегодня у нас мы поучились финансовой грамотности. Мы сегодня поздравили всех, кто причастен к гражданской авиации. Сделали утреннюю зарядку с Аленой Лисицей. Также на книжной полке мы увидели интересные новинки, которые представляют нам книжное производство. Завтра нас тоже ожидают наши любимые, постоянные, новые рубрики. Интересные гости. Будем готовить вкусные и полезные завтраки. Послушаем советы доктора и полезные советы. Поэтому каждое утро у вас обязательно будет интересным и продуктивным, я думаю, с нашей программой. Да, действительно. Ну и если даже вы вдруг в нашем прямом эфире что-то пропустили, то вы свободно можете перейти на YouTube канал Якутия-24, где практически каждый день выкладываются утренние передачи, соответственно, все сюжеты. Например, вы забыли, как смеяться, можете посмотреть наш сегодняшний эфир и, соответственно, перемотать на тот самый момент, который вас интересует. Также не забывайте про наше приложение НВК Саха. Все любимые эфиры вы можете посмотреть и там тоже. На этом мы с вами прощаемся. Катерина Винокурова, Руслан Ачиров. Отличного вам дня. Да, до новых встреч.